Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. В Дашогузской женской колонии ДЗК-8 вспышка коронавируса. Очень много смертельных случаев. Об этом сообщают информированные о происходящем в данном исправительном учреждении источники корреспондентов Азатлыка. На данный момент корреспондентам Азатлыка удалось выяснить подробности смерти 3 заключенных. Одна из них скончалась во вторник 1973 года рождения. Она была осуждена в 2013 году на 22 года по обвинению в распространении наркотических средств. У нее остались 2 детей. Азатлык намеренно воздерживается от разглашения имен и подробностей обстоятельств смерти скончавшихся в заключении женщин, с целью соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности своих источников. Скончавшиеся женщины из Ашхабада, родственникам сообщили об их смерти, но тело для захоронения не привозят. Как отмечает корреспондент Азатлыка, смертельных случаев очень много, что свидетельствует о том, что заболевание распространялось по меньшей мере несколько недель. По данным источников Азатлыка, в колонии отбывают наказание более 1500 женщин, в основном со статьями, связанными с наркотиками. Там организовали карантинный блок для больных, где находится более 200 тяжелых больных. Ситуация началась где-то в начале сентября, но администрация колонии, видимо, пыталась это скрыть. Но на прошлой неделе, когда ситуация уже была безвыходной и в Ашхабаде об этом узнали, туда привезли рентгеновские аппараты и провели флюорографию и выявили, что у сотен заключенных поражения легких разной степени. Более 200 женщин в тяжелом состоянии, и по словам источников, врачи, осмотревшие их, опасаются, что многих спасти не удастся, сообщает корреспондент Азатлыка в Туркменистане. По данным источников, в колонию направили какое-то количество аппаратов АЛФ и медикаменты. Но это опять-таки пресловутый Ремонт-1 и другие противовирусные препараты, которые в этой ситуации не помогают. АЛФ на всех не хватает. И опять-таки, как мне рассказали, здесь тоже родственникам приходится дать взятку, чтобы их близких подключили к АЛФ, отмечает источник. По мнению источников, ситуация, вероятно, осложнилась плохими условиями содержания, питания и гигиены заключенных колонии. Получить официальные сведения у представителей Дашогузской женской колонии ДЗК-8 Азатлыку не удалось.